Все, я в эфире, все. Да. Ну что дальше, если в эфире? Видим, слышим. Здрасте вам, если видите, слышите. Хорошо слышите? Что-то никого нет в эфире. Слишком плотно не слышу. Пока и не погромче, не потише, общаться не с кем, если честно. Доброй ночи вам тоже. Вышла, по-моему, поздно в эфир. Но так получилось, никак не могла наладить. Немножко. Ой, мой день сегодня прошел. В принципе, сегодняшний день я отправила. Была на рынке, выбирала шторы для сестры. Привет из Питера. И что еще делала? Ну, заморозки эти сегодня сделала. Так, за птицей посмотрела, кое-что приготовила. Дочка приехала в гости, тоже с ней долго болтала. Потом приехал племянник моего мужа. Недавно тоже ушел. Если честно, люблю, когда приходят гости. Так, в принципе, и прошел мой день. Как ваши дела? Из Питера. А кто в Питере? Не племянница моя из Питера? Так. Там, где наверху человечек должен быть, через него можно приглашение отправить. Что-то этого человечка не вижу. Если честно. Что-то нажимать я буду бояться. Все мои подписчики уже спят. В эфире вроде бы 11 человек. Никто ничего не пишет. Нет, мы не спим. Вижу, что вы не спите. Спрашиваете, что еще вам интересного. Не нервничаю, но стараюсь не нервничать. Я по жизни нервничаю. От разной мелочи даже. Я на нервах. Будем ждать. Может, немножко кто-то подключится, не подключится, выйдем с эфира.
Любовь Масленникова, вы откуда? И какая у вас погода? Так, расскажите, например, про ваши любимые блюда и любите ли вы сладости? А вы знаете, нет, сладости не люблю. Даже моя дочка говорит, когда я к тебе еду в гости, я не знаю, что тебе купить, ты все равно ничего сладкого не ешь. Я обожаю фрукты. Хотя не очень-то ем сладкое, но я, так сказать, имею лишний вес. Сегодня вот взвесилась на рынке и расстроилась. Прибавила в весе даже килограмма 4. Никогда не была в таком весе. Не знаю почему, вроде бы минутку не сижу, все время на ходу, но все равно прибавила в весе, так что придется, наверное, от хлеба немножко отказаться. Но я когда нервничаю, ем очень много. В действительности заедаю. Так, дочка пишет, нации, как любишь, купила тебе, говорит, купила ну, типа сникерса, который. И внучка говорит, съела то, что мне купила. Обычно вот, ну, вот эту шоколадку я еще как-то уважаю, ем, а так. А в принципе, специально что-нибудь купить сладкое себе поесть, у меня даже нет такой привычки. Есть могу поесть, а нету ее, мне все равно. Жарко 30. У нас еще, ну, у нас нет не 30, конечно. Вечерами 9-10 градусов, не больше. Утром тоже. Но днем было так, градусов 25, наверное. Сегодня хорошо было. Не дожди были, как была позавчера еще дождь. Так, самый любимый фрукт. Фрукты я, в принципе, все выражаю. Самый любимый. Да как-то все равно. Апельсин, наверное, мандарины, апельсины цитрусовые. Что еще? Из фруктов люблю все, могу все без разницы. Так, там спрашивают, любишь сладости? Да, я ответила, что я не очень-то люблю сладости. Вот. Ивашка, это ты, что ли? Я не поняла под этим ником. Нет, то, что не богат, я знаю, он все, он лежит тут недалеко. Привет из Оренбурга. Здравствуйте. Доброй ночи вам всем. Любители петь, вы знаете, мне, наверное, на ухо медведь наступил. Петь не очень-то люблю, но я меломанка по жизни, очень любила музыку, в принципе, песни, музыку, все, но в последнее время перестала слушать, если честно, очень редко слушаю. Раньше, да, до этого года, наверное, постоянно работая в огороде или где-то все время наушники в ушах и слушала и песни, и музыку, но теперь отказалась. Не совсем, но не всегда слушаю. Так, Мадина, интересно, какая Мадина пишет. Лейла Света Крелха. Нет, мы не спим, только увидела, устали, наверное, после свадьбы. Очень приятно вас видеть и слышать, как себя чувствует мама. Так, напишите, какая Мадина. Ну ничего, после свадьбы отошли. Мама, правда, что-то хандрит у меня несколько дней. Вчера скорую вызывали, даже было давление, аж испугалась, пошла ей мерить давление, посмотрела, у нее 190 на 120. Быстро вызвала скорую, правда, я ей не сказала. Значит, сегодня без давления, вроде бы нормально.
Но все равно что-то аппетит не важный. Еще несколько дней подожду. Если что, так надо будет на участкового врача вызвать. Может, даже завтра уже вызвать. Тепло 35 дней. Питер, Воронеж, Швеция, Москва, города, точка, да. Я тебя убил, это человек из твоей спальни. Ты посмотри него. Минуту назад слушал музыку, оказывается, он мне тут пишет. Все же да. Но он отвернулся, лежит, музыку слушает. Я не думала, что он со мной тут общается. Так вот. В тот раз было, конечно, намного больше, хотя все говорили, что лучше ночью проводить. Даже Латвия. А где вы Латвию видели? Что-то пропустила, что ли? Ага. Привет, Латвии, здравствуйте. Пропустила все-таки. Зачем черную косынку одела? Она и черная, она синяя. Что быстро под руку нашла, то и одела. Она хоть и говорит, зачем одела это, дочь у меня со мной в эфире. Она прекрасно знает, что я не одеваю светлые косынки, все равно спрашивает. Нам дал Моша Лугас на зрание, Диария Слопас Барков. Любимый цвет в одежде. Вы знаете, я предпочитаю темные цвета. Никогда не мешал светлый цвет. Даже когда была девчонкой, практически одевалась все темное. Никогда не была в белом. Так еще какие-то розовые, голубые оттенки как-то еще одевались. Но все равно, в принципе, всю жизнь предпочитаю более темные тона. Черный у нее гардероб, да, в принципе, да. Светлого очень мало было и раньше, тем более сейчас. Да, как и у дочери, в принципе. Ну, нам не идут светлые тона, просто действительно не идут ни из-за траура, ни из-за чего-то, просто не идет все. Хотя, когда я на работе одевала такую светлую косыночку, все говорили, что идет она, но мне кажется, что нет. Так, Айсельдарова, добрый день. Скажите, а вам платят за подписчиков или, если не секрет? Нет, не секрет, пока не платят.
Потом не знаю, что будет. Так, добрый вечер. Что-то спят, Ира, мои все подписчики. Куда мои делись? А где наши девчата? Что-то девчата тоже наши спят. Здорово, жаль. Но будет больше подписчиков, будет больше просмотров, будут и деньги, мне кажется. Не то, что кажется, а должны быть, но ничего. Не в деньгах счастье. Потихонечку наберем. Как-нибудь. Ну, в принципе, сегодня у нас тоже тепло. На вечерах холодно. Даже сегодня думали, может, отопление включить, потому что в комнате холодно. Так, Людмила дала Маша Уотсон. Гречишный чай понижает давление. Очень полезно. Почитать в интернете. Я даже не слышала о таком чае. Посмотрю. Спасибо. А фрукты, овощи, что-то я не знаю, в этом году очень дорогие. Купила помидор сегодня, обычно в это время сливки у нас, потолок 15-20 рублей стоили, сегодня 40 рублей. Кто-то еще все кричит. Внучка увидела меня, видимо. Привет, Аишка. Меня внучка мамой называет. Хотя этого сама хотела. Они начали меня звать Нанашкой. На. Я говорю, я не могу, у нас в Ингушетии так говорят про бабушку. Я говорю, если будете меня называть Наной, я не пущу вас вообще во двор. Пусть зовет меня мама. Я привыкла, что у меня старший внук зовет маму так. И не хочется, чтобы называли бабушкой. Не из-за того, что там я буду выглядеть старше, просто не знаю. Более мне нравится, чтобы они меня называли мамой. У меня просто камера на ноутбуке неважная, поэтому неважно. Все, еще и очки мои, язычку читать не вижу. Так, я запишу снова.
А, тут нет у меня вопросов. А ну ее. Не поступает у меня. Сейчас, может, на телефон, на компьютер что-то на ноутбук не приходит. Что-то на ноутбук не поступает. Я поэтому молчу, думаю, никого нет. Что-то случилось. Видишь, не поступает, ладно, с телефона. Так, добрый вечер. Лейла, какое у вас образование? 10 классов. Больше никакого. Добрый вечер, Хадижа. Так, придется с телефона отвечать, что-то я не поняла, что с ноутбуком. Сюда не приходит сообщение. Мама, отвечай на вопросы, слишком много накапливается. Лера, что тебя назвали таким именем, может, в честь какого-то, может, семейная традиция. Так, друзья, вы извините меня, я думала, никого со мной нет в эфире, оказывается, у меня что-то в ноутбуке не то. Сейчас буду по мере поступления вам отвечать. Так. Почему не звали, я точно не могу сказать, но я знаю, что меня назвала мама. Просто, наверное, имя ей было понравилось, и все. Так, это думаю, что давно тебя не видел и не слышал. Ну, я не выходила в большинстве. Так. Бахай. Танзила? Ее? Давай быстрее только. Сюда иди быстрее. Так. Зарядку делаем. Саид Рамазан Лейла, вы, да. Это я. Так, или это колледж был Мадина, ну, где я училась, что ли, ты же училась. Зарядочный. Давай, выходи, сейчас зарядка закончится, мне уйду со связи. Ну, то, что училась. То, что не доучилась, это не считается. Училась. Не закончила. Я сегодня бушка Седик Хамаса Няша, Михаил Седик. Значит, не подготовлена. У меня сейчас зарядка заканчивается, они не могут найти зарядочное устройство. Да куда я знаю, просто мы не могли найти ее. Все нормально пошло. Ну, сколько Хадижа уже здесь. Да, вроде бы в Хасавюрте были Хадижа уже здесь. Готовим по-домашнему. Добрый вечер, добрый вечер. Что-то опять у меня здесь сюда опять не поступает сообщение.
Что для бешеной собаки 100 километров? Ты ходишь о своем репертуаре. Что вы там нам купили? Скупились? Хорошо. Если почему мне сюда не поступает сообщение? Ой, я только час побыла на рынке, и тут почти 2 часа отходила от этого. Вижу, что же ты там делала после этого Хасавюрта? Я так давно на Хасавюрте не была. Обычно раньше, когда вот надо было много чего купить, мы ездили. Ну, от вас с Грозного недалеко, а так убила в хлам. Ой, не говори, еще как. Тут ваша банда собирается, пора сваливать. Не сваливай, а то тут я не знаю, что тут происходит. Сиди. Я так недолго. Сегодня, по-моему, эфир не очень-то. Наша банда. Ой, Любовь, знаете, какая у меня мечта? Действительно, у меня всю жизнь практически идет две мечты, которые, в принципе, не так уж и сложны. Мне очень хочется в летний период поехать на море, и никак не получается. Несколько раз зимой была, но летом никогда. И прямая противоположность этой мечте, очень хочется поехать на какой-то горнолыжный, ну, на отдых горнолыжный, чтобы было много снега, все такое. Так, Татьяна Крытова, добрый вечер. Как вы? Ничего, нормально. Малина была сегодня утром была за 200 рублей килограмм. Я закрываю банки и смотрю вас возле Лёш, чтобы вы ели это варенье и все были живы и здоровы. Я сегодня рано не была, утром не была на рынке, я просто поехала часов 10-11. Пока еще ничего не покупала, хотя надо. А самый ваш необычный отдых? Так, необычный отдых. Не знаю, какой может быть необычный отдых, если честно. Вы не поверите, по идее, я очень мало и отдыхаю. Как необычно отдохнуть. Ничего необычного не было в моей жизни, тем более отдых. У тебя хоть получилось? Сегодня спрашивала, нормально получилось варенье твое? Дочка говорит, что 3 килограмма купила, по-моему, на рынке рецепты делала. Варенье я вряд ли еще буду делать. Или, скорее всего, варенье сделаю. Не заморожу, а из варенья сделаю, потому что у меня сыновья что-то все уезжают. Уезжайте к нам в Воронеж. Да уж, у меня приедешь. Меня каждый год, если честно, просят сыновья и дочки, чтобы я поехала на море, но у меня всегда в летний период бывает огород, корова дуется, и мне никак не поехать туда. Поэтому, если бы я смогла уехать как-то еще, может, я отдохнула. Так надо себе устроить необычный отдых. Спасибо большое, Любовь, честно, от души приглашаю. Как-нибудь, может, приеду. Тем более, у меня сейчас 2 сына в Москве. Воронеж, по-моему, по пути в Москву. Вот женятся мои сыновья, наверное, тогда буду отдыхать как-то, чтобы можно было кого-то дома оставить и уехать хоть на какое-то время. Не знаю.
Когда они у меня тут ужинятся. Что вы видели? Не поняла тебя. Гости даже никому не видела. Ну, может быть. Спасибо вам большое. Надо для себя вам пожить, погостить. И подписчиками вас люблю. Спасибо. Я, в принципе, не знаю вас всех, тоже очень люблю и привязалась к вам. И практически живу сейчас ютубом и для ютуба, если честно. Не знаю. Я, в принципе, в гости даже не очень люблю ходить. Когда вот сижу, думаю, может быть, пойти к соседке, посидеть немножко. А потом думаю про себя вот это вот. Ну, действительно, это то, что я думаю, ну, что я там буду сидеть, лучше что-то вот сделаю, это или это переделаю. Ну, дурной характер, наверное. Либо Солому Машу. Вам тоже, Солому Машу. Спасибо. Правильно подписчики приглашают. Ну, может быть. Теперь начну ездить куда-нибудь с подписчиками куда-то еще. Сын тоже говорит, приезжай в Москву. В прошлом году вообще настаивал, чтобы я поехала. Если честно, я сейчас жалею, что не поехала. Что будешь с нами. Надо тур по стране устроить. Хобби для души, а может и работа будет для души. Ну, может быть. А тур по стране устроить, это, в принципе, вариант. Спасибо. Приятно на вас смотреть. Спасибо. Спасибо большое. Не знаю. Вообще идея поесть. Потому что мы сейчас долгами расплатимся. Вот как только с долгами расплатимся, и, наверное, все-таки у меня жизнь изменится, я надеюсь. Потому что для этого, чтобы куда-то ездить, что-то делать, нам нужно нашей семье полностью расплатиться с этим долгом. Эта долговая яма нас полностью привязала, и руки, и ноги, и все. Не получается ничего такого делать. Посмотрим. Я надеюсь на милость Аллаха, что мы все-таки как-нибудь справимся с этими долгами. Дина, кто такая Дина? Как там Аишка спать не собирается? Интересно, почему у меня на компьютере на ноутбук не приходит сообщение? Ага, все, пошли. Нет, точно, Татьяна, так, это тут по подписчикам. Лила будет всех нас, подписчиков, друг с другом знакомить и вести репортаж и трансляцию из разных городов. Было бы здорово. Я Аиша уснула за прямым эфиром. Внучка как уснула за прямым эфиром. Ой, вы мне теперь внучку сделали, что ее показывать даже нельзя. Побрили сегодня, представляете, на голову мою внучку. Побить бы вас. Тут у меня дети за любую идею, чтобы я отдохнула, куда-то съездила, что-то сделала. Я еще что там с сыном вчера по телефону общаемся и говорю. Ну, опять-таки, обсуждаю все время этот YouTube, что-то такое. Я говорю, старости лет, вот опять с этими заморочками. И он мне говорит, да ладно, мама, чем бы тебя не тешила, скажи бы тебя это устраивало.
Я говорю, меня... я спрашивала про то, что вот родственники, говорю, подписчики спрашивают, родственники ничего не говорят, что ты ведешь. Он говорит, а тебе кто-то сказал что-нибудь? Я говорю, да нет, никто ничего не говорил. Он говорит, да ладно, чем бы дитя не тешилось, чтобы тебе хорошо было. Так что, как поддерживают дети и подписчики. Еще минут 15 посидим в эфире, что-то никто не прибавляется. В тот раз был эфир лучше. Мадина не делала. Вот вам повезло с такой мамой. Она очень достойная, скромная, немаловажная, мудрая женщина. Маша молодая, вам будет счастливиться вместе в жизни. Спасибо. Нет еще монетизации, нет, потому что у меня нет часов просмотра. Там, по-моему, нужно 4000 часов просмотра, а у меня около 3000, по-моему, если я разбираюсь в этом, хотя я не очень-то разбираюсь. Какая старость, мы еще молодость, мы еще ого, ничего не старость, лет мода, мы еще в душе. Ну да, иногда мне говорят, ты как маленький ребенок. Ира, а как у вас там с погодой? Как во Франции? Вот к вам бы я приехала в действительности. Хотя, может, обижу других, можно поехать ко всем. Но все-таки зарубежную это вообще неосуществимая мечта. Во Францию я, конечно, не попаду. Хотя раньше я осуждала тех, кто уезжает за рубеж, но сейчас бы с удовольствием бы уехала. Ого, еще и Франция. Да, мы с Францией общаемся. Почему бы и нет? Мы еще до конца не узнали, но твой человек самый лучший человек. Это потому что я твоя мама. Везде хорошо, где нас нет, да. В принципе, да. Сейчас ходили гулять с мужем, можно чувствовать. Все равно холодно, действительно холодно. Как будто бы уже приезжаю всегда рад. Спасибо, Ир. Как будто уже поздняя осень. Вот, весна была холодная и уже конец лета, как будто поздняя. Не знаю, еще будет тепло. Обычно у нас даже до конца октября бывает жарко и тепло. В этом году что-то очень рано. Там холодно. Ира, ты, по-моему, это ты, по-моему, я уже забыла, извини, конечно. Ты рекламу куда-то давала. Была я в Франции, в Париже неделю. Была. Мне не понравилось, красиво, но не уютно. Все здания одного тему. Очень много туристов, вообще много суеты. Короче, правда, очень потерял на глаз, заливается, не естественно. Так, потом посмотришь, что сама вот быстро проживет. Да. Сейчас видео монтирую. Ага. Вы знаете, в действительности, когда вот уезжаешь с того места, где ты жил, через какое-то время уже надоедает, ну, не то, что надоедает, тебе больше нравится там, где ты жил, не там, где ты сейчас находишься, например. Так-то я в некоторые места ездила. В Москве буквально через 2-3 дня мне надоедает. Все равно хочется домой, как-то неуютно.
в том месте, где ты там жил. Бывает, один день, один-два дня уже хочется домой. Мне нравится наша республика, она проехала по всему миру и приехала в обратно родной край. Ну да. Это в свое время была патриоткой родного края. Ну и сейчас привезли. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Зира. Как ты вылечилась, как дети? Что-то вы пропали, что-то группа сегодня, по-моему, молчит. Вроде бы говорили после 22 подключиться, чтобы дети заснули у всех. Но что-то, по-моему, вместе с детьми все мамаши у нас заснули. Никто в эфир не выходит. Если это ингушка, не знаю, как другие, но я никогда не смогла бы жить в другую сторону. Отдохнуть можно, жить никогда. Если не вынуждена, не дай Аллах. Ну да, я тоже всегда это так думаю. Кажется, все-таки там, где ты вырос, намного лучше, чем у кого-то где-то. Без поддержки родных людей, без общения все-таки на чужбине. Хорошо. Какое время уже? 14. Ну ладно, наверное, сегодня больше никто не подтянется, закроем эфир. Тоже был пробный, как говорится, не знаю, смогу ли я сама его открыть и сама сделать, поэтому и сделала, по идее. Я понимаю этих мамаш, что так сладко храпит, что я сама засыпаю. Ну ладно, наверное, закрою тогда на сегодня эфир. Может, как-нибудь еще раз видим. В эфире 23 человека, вроде бы, но никто ничего не спрашивает, ничего не пишет. Ну ладно, закроем на сегодня тогда. Спокойной ночи вам всем. Спасибо, кто приходил. Ага, говори громче. Я хотела уходить. Да что-то сегодня у меня спят мои подписчики. Ни лайков, ни нормально никто не общается. Видимо, я уже надоела всем. Я даже сегодня этот наушник надела, чтобы было громче слышно, а что-то нет. Я, походу, уснула, да, ты не уснула, что написала. Давайте тогда напишите, меня лучше сейчас слышно, нет?
Спасибо, Ира. Да я на лайки как-то и не обратила внимания, если честно. Раиса Евгения, добрый вечер, добрый вечер. Это точно. Вот это является. По-моему, если ты, как и я, в полночь работаешь, обычно я тоже закатки, закрутки, варенье, все делаю тоже очень поздно. Дочка тоже пишет, я только сейчас лайк поставила, да, я, в принципе, тоже про лайки ничего не вспомнила. Да ничего. Просто, в принципе, все это делается, чтобы мне научиться. Видите, даже надо как-то и на другой стол переставила, но все равно, мне кажется, освещение неправильное. Раиса Индиева, вас так приятно слушать, Барку. А откуда вы, Раиса Индиева? Сами Индиевы или замужем за Индиевых? Да у нас хозяйство есть или нету в душе, если честно. Этих гостей всегда бывает много. Так что и по дому делов навалом бывает, ну, не обязательно хозяйство. Поэтому, в принципе, да, нам приходится делать по ночам. Так, Раиса Индиева, пригородная, дачная, и сама Индиева, значит, заловка моя получается, и мы с тобой, как говорится, землячки. Я тоже не дача, а у нас цитата. Раиса, это так, значит, прям наша, да, получается, наша. Доброй ночи вам тоже. Видеосвязаться я не такая, честно. Но, знаете, сейчас, в принципе, я уже и не успеваю, и устаю, и много сижу, я уже сама вижу, что я все-таки так, да, в принципе, наверное, не из-за возраста даже, а больше из-за диагноза, потому что все-таки у меня плохое кровообращение, и я устаю. Раньше, да. Раньше я до 2 до 3 ночи делала закрутки на продажу даже, и вообще не знала, что такое усталость. Сейчас устаю, если честно. Закрывай, ясно. Спасибо. Мама, ты сама иногда тихо-тихо говоришь, иногда нормально. Но я так завышаю голос, а потом что-то мне кажется, я буду еще кричать в эфире. Микрофон. У моей дочери нет канала в Ютубе. Я прошу ее открыть канал, но что-то не подписывается. У нее есть страничка в Инстаграме. Дурацким ключом. У меня, наверное, микрофон был сзади, поэтому... Сегодня даже ее просила, хотела, чтобы она страничку в Ютубе открыла, но что-то не подписывается пока. Это микрофон от наушника, все-таки он у меня был не впереди, а сзади, поэтому сейчас, наверное, хорошо слышно. Ирка, бедная, ты и монтируешь, и меня смотришь, поддерживаешь. Спасибо тебе большое.
Ну да. Я не заметила, что у меня за платок залез. Я и платок-то быстро-быстро одела, не поняла даже, что, в принципе, пока лазила, пока что-то делала. Дома-то я не ношу платок, когда гостей нету. Ну, платок ношу, но не так. Ну да, они говорили, что мы обе блогерши, но в принципе, если в Инстаграме, что же, по-моему, блогером считается. А, на YouTube она не подписывается, что-то не знаю. Может, по ходу попозже уговорю. В Инстаграме есть у нее страничка, заказы на дом 06, по-моему, что-то такое. Услуга вас. Она делает такие, ну, блюда на заказ и полуфабрикаты, и на заказ, и в магазины сдает, и страничку эту свою в Инстаграме раскручивает вовсю. Но я ей сказала, чтобы в Ютубе, но она что-то не хочет. Заслушала вас и забыла про чайник на кухне. Скоро чайник сгорит, я буду виновата. Чуть не сгорел. Видите? Мне кажется, мне скоро за чайник придется вам платить. Или присылать какой-нибудь красивый чайник. А чайников много красивых вообще-то. Надо будет как-то приобрести красивый чайник. И вообще посуда была красивая. Мы точно к нам со своим вареньем. Да. Я сегодня этот болгарский перец режу про себя, думаю, надо еще, его будет мало. А потом я говорю своей дочери, я говорю, зачем мне его нужно, пацанов же дома все равно не будет. Она, нет, Ира, я их не знаю. Ты будешь смеяться, Ира, я, в принципе, даже не знаю, наверное, домов 2-3 дальше своих соседей. Я вообще не знаю, что такое Инстаграм, немного я со временем. А сколько тебе лет, если не секрет? У меня есть в Инстаграме страничка. Ой, доброй ночи, Лейла. Еле как зашла в эфир, нет связи, так не хочется пропустить. Ой, спасибо тебе. Я думала, я уже всем надоела, никто не выходит на связь в Ингушетии. Но это надо знать, где в Ингушетии хотя бы примерно можно было бы найти. Люблю вас слушать. Спасибо. 44 мая было. Да ты намного младше меня. Ты почему в Инстаграме не разбираешься? В Инстаграме, в принципе, я намного лучше разбираюсь, если честно, чем в Ютубе. В Ютубе я еще учусь. Нет, Инстаграм у меня уже, по-моему, 3-й год. У меня даже 2 странички в Инстаграме было. Одна страничка была рабочая, я открыла кафе, а, ну, и по кафе было, и тоже занималась тем же, что и моя дочь, делала эти заказы. А, и у меня даже было 2 странички. Да, имя Лейла означает ночь. И поэтому я все время по ночам работаю. Проживешь, конечно. Раньше же мы жили без него, в принципе. Но в Инстаграме, знаешь, не очень-то интересно. Тем более сейчас. Я очень редко туда сейчас залезаю. А, Вот так. Полина с удовольствием. У меня столько вкусного чая и кофе. У меня целый магазин, правда. Кофе я не люблю, правда. Чай, да.
Чай, да. Чай попить можно. Я очень люблю чай пить, если честно. Поэтому, наверное, и поправляюсь именно от этого чая. Потому что пью чай, но не с какими-то сладостями, а вот нужен с сахаром, кусковым сахаром, и обязательно там или сыр, или что-то такое. Но там печеньки, тортики, это я, в принципе, не люблю. Кофе люблю остывший. Я люблю запах кофе, но пить его не люблю почему-то. Вот когда вот варится кофе, заваривается кофе, запах, аромат кофе мне очень приятен. Или из-за того, что у меня давление сразу начинает подскакивать, или что, я не знаю, но пить у меня его не получается. С удовольствием пришлю вам в гостиницу адрес, подскажите. Да уж, мы с дочкой, по-моему, напросились. А мы тогда вам варенье пришлем. И когда малина моя своя была, сколько я ее закручивала, это было что-то. И знаете, когда вот закрутки вот делаешь, думаешь, «Ну, зачем столько, а потом зимой как-то кто-то придет и э, чтобы с пустыми руками не уходить, не отправлять их. И бывало хорошо, что можешь дать варенье баночку или соленье баночку. Да, с тортиком, который вы испекли, договорились. Пониженное давление и запах, конечно. И у меня что-то повышенное. Причем у меня, по-моему, уже я передаю все эти проблемы с давлением. м, м, И дети передала. У меня давление, у среднего сына давление высокое, у самого младшего высокое. А, У старшей дочери пониженное, у старшего сына тоже пониженное. Вот тут Мадина, которая с нами на связи, я точно не знаю, какое у него бывает давление. Что-то она не очень-то жалуется. Мгм. Мгм. Ваниловый Иван цикорий. А я вообще не пила цикорий. Что он из себя представляет? Что это вообще такое? Если честно, никогда не покупала, не пила, не знаю. Ну, я же все-таки старенькая, видите, микрофон, оказывается, у меня от наушников был совсем далеко. Ну, Мадина, ты даешь, напросилась на чайный. Так, в чате 25 человек. Очень мало, конечно. Мгм. Так, надо будет попробовать. Ну ладно, хоть одна ты у нас космонавт. А то мы все с давлениями. То с пониженным, то повышенным. Я вчера, правда, сильно испугалась, когда померила мама 190. Ну, что это такое? Так, спокойной ночи вам тоже, Раиса. Далбук Так, хотя уже можно и нам закрывать. Да. Синенькие цветы, да, у меня постоянно отец их собирал, высушивал вот эти вот синенькие цветы. И когда у телят бывали проблемы, он им сам заваривал, давал телятам. Хорошо. Ну все, наверное, на сегодня.
Интересно, Ира, кто из нашей группы у Кисы будет? Не в курсе? Что-то наша группа замолчала. Все девочки заняты, по-моему. Все девочки заняты, по-моему. Все девочки заняты, по-моему. Угу. Ну да, и 27 человек, но никто не пишет просто. Да, Ира, только ты пишешь. Остальные все молчат. Я тебя поняла, строчу. Ты у меня такая поддержка, Ира, спасибо. Так, Макока только зашла. Угу. Милая. Ты-то моя тоже, конечно. Свет лягушка вообще моя подписчица. Все время пишет мне, лайкает. Да, я только в очках, я не вижу. Без очков вообще ничего не вижу. Мутно и все. В этих очках я только читаю, но в других очках я, короче, ношу двое очков, Ира. Нужны и дальние, и ближние. Сильно потеряла зрение. Нет, у нас история, у нас банда не с WhatsApp, у нас банда с конкурса. Но, в принципе, я тоже хожу без очков, могу обходиться без очков, просто иногда бывает некомфортно, они мне бывают нужны. А иногда вот в дальних очках, уже в дальних очках бывает некомфортно. Не знаю почему. А вот в телефоне ничего не вижу. Даже не то, что в телефоне, даже вот ноутбук уже ж большие буквы, и там не вижу. И приходится в очках все время. Нет у нас, нет ни детских домов, ни домов престарелых. Ни у нас, ни в Чечне. У нас не оставляют родителей одних. Ну да, наверное. Да ничего. Просто как только начало сильно повышаться давление и проблемы с сосудами, у меня зрение стало резко-резко падать. Мне говорили, что можно линзы одевать, но я что-то не стала. Мне кажется, я к ним не смогу привыкнуть. Да, спасибо. Это большая помощь, что лайки, что комментарии, что просмотры, да. Большое спасибо всем, кто это делает. Сколько мне лет? Мне 53 года. Ну да, есть такой интернат для психоневрологическими заболеваниями, но в принципе туда тоже сдают очень редко детей, людей уже которыми просто невозможно справиться самим. Только в таких ситуациях это такой интернат, а так стараются справиться сами, чтобы не отдавать их никуда. Насчет этого у нас хорошо.
Так, ты обещала третью часть о своей жизни. Ну, чуть-чуть попозже будет и третья часть. У меня жизнь такая длинная, что и четвертая, и пятая, наверное, будет. Как бы 3 дизлайка было, интересно, кто написал. Вроде бы в комментариях никто плохое не писал, а 3 дизлайка было насчет свадьбы, не знаю почему. Так, ну все, наверное, точно. Сейчас. Что-то Лиана наша не подтянулась, Вера. Да не, я не заморачиваюсь, если честно, пускай. Я же не могу всем нравиться. Я не думала, что и в принципе и столько лайков будет. Да. Да, в принципе, в действительности, вот я и вчера говорила об этом, позавчера, вернее. А, Сейчас наша молодежь, именно вот наша, я могу сказать, именно чисто про ингушскую молодежь, не знаю, как дальше. м, Наверное, были интересные случаи жизни, может поделиться с нами. Расскажи какой-нибудь, которая тебе показалась нелепой. История из жизни, чтоб нелепая была. Ну, сейчас подумаю. Просто закончу мысль. Просто молодежь очень стала помогать и старикам, и больным, и кто остался без домов. В принципе, ну, к тем, кто не нуждается. Очень много открыто а, благотворительных фондов. И молодежь очень сильно сейчас помогает, кто нуждается. И меня это очень радует. А то в одно время мы все сильно озлобились, никто никому не помогал, никто расскажи, ты как палец сломала. Нет, как палец, да, можно и это, можно сейчас расскажу. Спасибо, Мадина. Не говори. А, И поэтому мне очень нравится это, если честно. Так, вот мне дочка напомнила, что нелепые истории из моей жизни. Во-первых, одна нелепая была, что даже моя сноха смеялась с меня. Есть же такая поговорка «наступить на грабли». Так вот, я наступила на грабли, и этими граблями по лбу мне. Был такой случай. Потом был случай такой, что я шла, подоила корову, в одной руке держала ведро, в другой руке стульчик, на котором сидела, когда доила корову, и подскользнулась в сарае, и стульчиком, ну, вот хотела удержать равновесие, чтобы не упасть, балансируя ведром и стульчиком, этим стульчиком заехала себе прямо под глаз. И, друзья, это была такая боль, это было что-то. А, Этот глаз у меня начал двоиться. Во-первых, весь почернел. Этим глазом практически я видеть так видела, но он двоился. Мне этим глазом казалось, на все, что я смотрю, как будто бы ну, двоилось долго. Долго лежала. Наверное, по-моему, недели 2 лежала в постели. Мне не рекомендовали не вставать, не ходить, даже кушать не. Дети приносили к себе прямо в постель. А, Да.
И вот так вот, друзья, был этот дурацкий случай. Я вылечилась от него тоже. Вот нелепая случайность ударить сама себя. И я еще тогда говорила, если бы у меня был муж, 100% сказали, что мне муж заехал под глаз. А, И второй нелепый случай, который вот дочка вспомнила. Я сильно разозлилась на своего старшего сына, что-то он мне не сделал, что я его просила. А, И как раз стояло пустое ведро, и я от злости, хорошенечко его поругав, шла и дала по этому ведру ногой. А в итоге палец страшно стал болеть, но я не думала, что его сломала. Оказывается, я сломала палец. Он стал раздуваться к вечеру. А, Палец раздулся вовсю. Оказывается, я сломала палец ноги. Мне поставили гипс. Причем на палец же не ставят, ставят же на всю ногу. А у меня, как всегда, сезон огурцов, мне нельзя сидеть. А, И я с гипсом собирала огурцы, представляете? И практически через день ходила, чтобы мне меняли гипс. Вот такая тоже, не, как его сказать, странные мои приключения, короче. И вот так вот. Нелепости тоже бывали, много нелепостей. Еще одно было. Раньше же, вот когда, ну сколько это получается, лет 35 тому назад, наверное, ну еще раньше, ну вот я была, сейчас дочке 33, вот как раз вот 34 года, 33 года тому назад, не говори, мы ездили на заработки. Вот именно ингуши и чеченцы ездили на заработки в Россию, и мы тоже вот с мужем были на заработках, и у меня была дочка. Насколько ей? 2,5 годика примерно, вот так вот было, лет 30 тому назад. Мадина, успокойся, а то сейчас все будут думать, что у меня все время такие приключения. По идее, да, в принципе, у меня много приключений таких нелепых. И у нее была такая привычка, чтобы играться утюгом. И розетку этого утюга мне нужно было куда-то засунуть. Ты бы видела меня с этим гипсом, ты бы вообще прослезилась бы, настолько, вернее, смеялась, как я ходила с этим гипсом, собирала огурцы. А, Ну, короче, а у меня была ангина, я лежала в постели, и она как раз ко мне, засунь, ну, засунь, заткни ее куда-нибудь, розетку, чтобы, ну, не в розетку вилку, а куда-то вот, чтобы там под подушку или под что-то, чтобы типа вот она включается, у неё игра такая была. А у меня ангина, мне не до нее, и я как-то ее игнорировала. Так она мне этим утюгом прямо в лицо, и такого у меня вообще в жизни не было. Мне показалось, что у меня вот небо на меня упало, такое страшная боль еще была ужасная. Это было что-то. Ну, вот такие приключения. Вот видите, мне еще дочка одно приключение мое вспоминает. Как мышка укусила, тетя в травмпункт поехала. Короче, я чистила, ну, перед коровой хлев и убирала оттуда вот ненужные сено, солому, остатки. Ну и без перчаток, как обычно, я же не ношу перчатки, в крайнем случае только. И представляете, как только я туда залезла, меня укусила мышка прямо в палец. И я пришла как-то, ну, я-то, в принципе, ничего не придала никакого значения. Ну, мы сидим за столом, я говорю, меня мышка укусила. Ну, не выдавай меня всю, Мадина. И я говорю, меня мышка укусила. Ну, и мне сын говорит, ну, если мышка укусила, по-моему, нужно, чтобы тебе сделали прививку от бешенства. Я говорю, да ладно тебе, какая прививка, ты что? Нет, нужно. А у нас медсестра, соседка, и говорит, позвони ей. Мы ей позвонили, она говорит, да ты, конечно, ты что? Вот, и несколько примеров, что вот именно вот когда мышка укусила, такое бывает, что
не дай Боже. И представляете, мне пришлось 6 раз в травмпункт ходить, чтобы делать эту прививку. Она же такая болючая, не знаю, кому-то делали или нет. Ну да, не верят. Вот так вот, друзья, у меня и смех, и грех был. В принципе, у меня по жизни столько этих приключений с детьми и со мной, что иногда мне даже не хочется, думаю, вот не буду говорить, что с нами произошло, настолько что-то происходит. Ну что же ты такой мыши кусает? Не говори. Ну да, второй пункт пришла, ну нет же никакой раны, мышка, ну что там она даже, в принципе, у меня и крови-то не было. Пришла в травмпункт, они мне говорят, что с вами. А я действительно минуты 2, наверное, смеюсь. Мне даже неловко им говорить, что со мной. Ой, извините. Да, они мне говорят: "Успокойтесь, что с вами". Я говорю: "Мне неудобно говорить". Да, но меня мышка укусила. Вот так вот было приключение. Ну, дочка, ты мне всё не даёшь. И они тоже все с меня смеялись. Но, говорит, всё равно, говорит, надо делать прививку. И сделали мне прививку от бешенства. Ну вот, друзья, вы меня сегодня рассмешили с моими историями глупыми. Да уж. Ну, тогда я действительно смеялась и долго не могла им сказать, что со мной произошло. Вот так вот. А у вас были такие приключения, как со мной? Просто у меня столько приключений, потому что не сижу на одном месте, если честно. Сколько? А ты сама скажи, он меня выдает все. Ты скажи, как себе ключицу сломала. Тоже приколистка такая. Вы видишь, меня выдает. Так, это же здорово, когда человек про себя может рассказать и посмеяться над ситуацией. Ну да. Сейчас, конечно, это смешно. Вот так вот. Ладно, девчонки, уже скоро 12. Может, я закрою, не даю вам спать. Ну да. Ну, Матина, ты меня точно сегодня все с меня выдаешь. Прекрати. Так, я опять не вижу мои эти. Ага, все. Спасибо. Что там с ключицей было? Давай рассказывай. Расскажи про машину. Ты расскажешь или я напоследок? С меня же смеяться будут. Еще больше. Ну что, рассказывать вам про машину или нет? Вот было бы больше подписчиков, все бы трещали. Да, у нас травмпункт родной. По идее, в одно время постоянно туда мои дети поступали. Мы уже были прописаны в этом травмпункте. То ногу ломали, то руки ломали, то ключицу ломали, то перерезали себе руку, чего только не было. Действительно, мне даже бывало неудобно, рассказывая про машину. Ну ладно, как раз пока нас мало, может, расскажу. Короче, была такая ситуация, я же говорила, а эфир сохраните? Ну, наверное, сохраню. А, Я, по-моему, говорила в том эфире про себя, что мы продавали, стояли ну, у нас была торговая точка, продавали овощи. Тогда еще «Газели» не было, была машина «Жигули», который
которая была у моего мужа. Мальчики ее выкупили. Ну, я сажала здесь огурцы, торговала, правда, стояла у меня мама тогда там на точке. А, надо было огурцы туда возить, чтобы их продавать. А у меня дети, оба мальчика устроились в другое село, ну, на строительство, строить дом. И оставались, они не приезжали домой, оставались ночевкой. А что делать? Огурцы-то возить надо на точку. И, и мы решили все-таки меня научить водить машину. Короче, мой сын меня научил, и я собирала огурцы, потом возила их на точку. Это тоже было очень смешно, если честно. Я долго... Это ты про себя, но я про тебя тоже расскажу. И, ну, неделю, наверное, ну, да, они по пятницам приезжали домой. Я до трассы доезжала, а он полностью меня не успел обучить. Не знала, как заднюю скорость делать, как задом ставить машину. Просто умела ехать вперед на одной скорости. И эту неделю, короче, я ездила до дороги, чтобы переехать дорогу, я боялась. А там рядом с моей торговой точкой была точка, которую лес продавал, мужик стоял. До него доезжала, он меня потом через дорогу машину переводил он. Это было уже почти неделю-две, наверное, вот таким вот макаром я ездила, возила огурцы. А потом приехал сын, уже научил меня и через дорогу, я научилась, но потом через неделю опять приехал, научил меня ну и припарковываться, и делать заднюю скорость снимать, и задом машину, на машине задом поставлять ее, короче говоря. Это тоже произошло. Но потом уже я все осмелилась, уже по селу езжу спокойно, и могу и так ездить, и скорость переключать. Все-таки научилась сама по себе. В действительности, тыкая я, по идее, с ноутбука тоже кое-что сама сделала, хотя не очень-то важно, но человек такой, что если я что-нибудь затею, то я его делаю до конца, должна делать, по крайней мере. Без тебя хорошо, спасибо. Оставишь. Ну, сейчас я тоже закрою тему, довершу эту тему и все. Ну и начала уже на машине и в магазин ездить, и куда-то ездить, ну, только по селу, если честно. И мы как-то поехали в магазин с маленьким мальчиком, ну, с младшим моим сыном, ему сколько ему там было, по-моему, еще не школьник, если честно, да, еще маленький был. И он, еду по дороге, а вот по дороге в селе дорога раздваивается, а в середине какая-то вот, ну, травка растет, ну, высокая травка, правда, была. А, И он мне говорит: мам, давай заезжай в эту траву. Ну вот мама не дурнее сына. Надо было мне въехать. Я поехала по этой травке, а там столбик какой-то. И все, я сломала машину, разбила лобовое стекло машины. Короче, капитально ее разбила. Немножко и сын ударился у меня вот, а лобовое стекло немножко, а ударился хорошо. Я еще его спрашиваю: с тобой что-то случилось? Он говорит: ага, конечно, случилось. Смотри, мой, я своим лбом тебе э, стекло разбил. Так что и такая ситуация у меня была, друзья. И машину водила, и в траву въезжала, потом в столб. А машинку жалко, не говори. Она так и не пришла в себя, если честно. Делали, они, ну, ездила, но ездили, но я больше не стала, конечно, ездить. Но не из-за этого. Вообще мне был поставлен ультиматум сыновьями. Водить научим, потому что была безвыходная ситуация, чтобы возить огурцы. Огурцы бы пропали, а их было много тогда. Что мы приедем, ты больше в машину за руль не сядешь. Когда мы будем дома, ты не будешь сидеть. Ну, вот так вот. Не добавляется. Да уже поздно, наверное. Ну, не знаю.
И такая ситуация у меня была, так что машину больше не водила. Как раз приехали сыновья, пока эту машину сделали, конечно. Мне нравится, когда женщины за рулем, если честно, но раз мальчики, ну я им и сказала, раз вы не хотите, конечно, не буду водить. А а так мне нравится, когда женщины за рулем. Да, хорошо, что живы остались. В действительности могло быть бы и хуже. Я даже не думала, что такой сильный. Ну, я ездила, правда, очень медленно, тихо, не больше там 40-50. Еще нехорошо освоила. Ну, вот представляете, вот взрослая женщина и не подумала, что дорога раздваивается и в середине трава, что значит а, что-то там, ну, не то. А что там Мадина хотела прыгнуть на машину и мимо. А, ну, такой пирожковоз машина есть. И с нее срезали эту будку. Это был у нас сосед мой. Я попросила его съездить, чтобы сделать, ну, пшеницу и кукурузу перемолоть на мельницу. И они заезжали уже во двор, задом машина уже на машине мешки, а эта Мадина моя всегда была как пацан. Задом въезжает машина во двор с этими мешками, и она захотела запрыгнуть на эти мешки на ходу, короче. Но не смогла до конца допрыгнуть и упала под эту машину. И она действительно очень хорошо осталась жива. Сломала только ключицу. Практически машина переехала. Ну, не переехала ее, она оказалась в центре, что а, ничего больше не случилось, просто от удара сломала ключицу. И сломала ключицу со смещением. Теперь-то она с радостью об этом говорит. Пусть скажет после операции, что с ней было. Ей пришлось оперировать эту ключицу, ставить спицу такую, потом ее вынимать. Так что, да, Мадина каскадер. Вот такие вот ситуации. Она ключицу сломала. Потом младший этот сын мне ключицу сломал. Тоже возили в Грозный, там делали операцию. Потом второй сын, средний сын, порезал себе руку. Действительно, ей очень повезло. Я не знаю, как она осталась. Порезал себе, ну, держа в руке нож, острый нож, перерезал себе 2 пальца с этим, как их, сухожилие перерезал. Упал с ножом в руке. Я как мужик без наркоза перенесла операцию, да. И вот так вот тоже, ну, с этим сыном тоже было очень много проблем. У нас эти сухожилия сшивать наши врачи в Ингушетии не умели, поехали в Грозный, а пока там то ли выходной, то ли что, короче, сухожилия немножко убежали. И, в принципе, один палец у него сейчас работает очень так неважно, а один вообще не работает. Сухожилия нормально не вернули ему. Вот так вот. Да, Мадина без наркоза перенесла операцию там. Перед Мадиной как раз была такая же операция. Один мужик вышел, говорит, и почти что не упал из операционной. Такая же была операция, ключицу ему делали. Он почти что то ли плакал, то ли что, но у него такое состояние было ужасное. Он говорит, если бы я знал, что это настолько больно и настолько страшно, то я только под наркозом бы сделала операцию. И потом через какое-то время Мадину выводят, правда, бледную, как поганка, а, но и сразу выходит врач за ней, она говорит, как она лучше мужика вынесла эту операцию. Нет, у меня 2 дочери. Мадина младшая, Танзила старшая. А Танзила так хочет спать, что уже давно заснула. А это меня поддерживает. Вот так вот, друзья. Но Танзила сегодня, вернее, опять все делала уборку у меня генеральную, перемыла окна, помыла везде все. Главное, даже свой инстаграм закинула, что она у меня тут унитаз мыла, ванну мыла. Я говорю, ты что, не дура, что ли? Я говорю, нет, говорит, я хочу показать, как было до и как после. На свадьбе, которая она младшая была.
Так, ну на свадьбе были обе. Перед свадьбой, когда была съемка, это старшая. На свадьбе вот в розовом платье, в таком персиковом платье с этим тоже, с хиджабом. Младшая без хиджаба, старшая. На свадьбе с девочкой на руках, это старшая. С внуками. С внуками так как-то вот со старшим внуком без проблем, а да, у Мадины дочка попала в реанимацию, да. Почему в 3 недели? Что, Эйчке 3 недели было, когда она обожглась? Она же была старше. Да, в персиковом платье младшая. Ну вот, Мадинина дочка получила ожог в прошлом году. 3 недели. Ну, 3 недели в больнице она была, да. Ей было же годик примерно, по-моему, когда она обожглась. Полгодик, да. Да, болячек у нас постоянно много, если честно, не знаю, мне фурункул в Розаре. Ну да. Она еще же обожглась в прошлом году, тоже была в реанимации. Тоже нас перепугала. Но ничего. Вы знаете, у нас такую хорошую мазь делают не врачи, а женщины после от ожогов. Так быстро все вот без рубца, без ничего вылечивается. А то в больнице же долго. Вот первую помощь в больнице нужно, конечно, оказать, чтобы обезвредить все это. А потом уже вот этой мазью любой ожог вылечивают. Прям молодцы наши эти бабки. Хорошая девочка, вот вообще. Да, если честно, из всех моих детей Мадина более, как бы сказать, не проблемная для меня, всегда самостоятельная. Не дай Боже, посмотрит мой прямой эфир моя старшая дочь. Просто с Мадиной мне легче было по-любому, более понятливая девочка. Она училась хорошо, закончила школу, поступила сама, училась сама, сдавала все экзамены сама. И обеспечивала сама себя полностью. Буквально полгода только училась. А, м, Ей бывший директор школы наш дал уроки, она стала преподавать сразу же. Полгода только была в университете. Так, не поняла, с детками что случается, что-то у меня уже с дочкой полголовы седые, а ей и 4 лет нет. А что с ней такое? Думаю, что случилось? Если даже нет 4 лет. Вы знаете, я действительно, у меня было много вот этих проблем, даже рассказывать стыдно. Ну, раз так, значит, суждено. Да, ты ходячая проблема. Старший сын у меня тоже в месяц заболел, почти 3 года я с ним мучилась по больницам. Таскала его тогда, еле-еле тоже оклемали. Я еще зазнаюсь, я тебе зазнаюсь. Так, ну все понемножку отсеивается, наверное, закрою я эфир уже в первый час. Ладно, давайте, друзья, спокойной ночи вам. Спасибо вам. Извините, если вас задержала долго. Мне было с вами интересно. Будем еще понемножечку. Потом, может быть, пораньше выйти в эфир, чтобы было больше людей. Спокойной ночи. Bis